В сегодняшнем видео мы расскажем о новом достижении Эмомали Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое влияние имеет таджикский президент на исламский мир. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Совета улемов Таджикистана Саид Мукаррам Абдул-Кадирзода 5-й раз подряд вошли в список самых влиятельных мусульман мира. Представляя в списке главу Таджикистана Эмомали Рахмона, авторы публикации написали, что за свою жизнь он совершил хадж и однажды изменил фамилию. Представляя Рахмона, авторы публикации написали, что он является президентом Таджикистана с 1994 года, совершил хадж и однажды изменил свою фамилию с Рахмонова на Рахмон. Эксперты не сомневаются, что попал он туда за дела достойные. Но вот за какие именно? Дмитрий Попов, руководитель Уральского информационно-аналитического центра РИСИ, Российский институт стратегических исследований. В Конституции Республики Таджикистан зафиксировано, что она является светским государством, а религиозные объединения здесь отделены от госаппарата и не могут вмешиваться в государственные дела. Сам президент Эмомали Рахмон известен не как практикующий мусульманин, а как сторонник светского пути развития Таджикистана и, более того, последовательный оппонент сил, выступающих под лозунгами политического ислама, объясняет Попов. Конечно же, по его словам, как опытный политик, Эмомали Рахмон не может не учитывать в своей деятельности тот факт, что подавляющее большинство населения страны исповедует ислам. Он систематически поздравляет жителей с религиозными праздниками, подчеркивает в своих речах мусульманскую идентичность таджикского народа и так далее. Но в сущности это никак не меняет линию президента в части государственного строительства в соответствии с принципами, заложенными в Конституции Республики Таджикистан, говорит эксперт. По словам Попова, в данный рейтинг включены те лица, которые оказали наиболее заметное влияние на мусульманскую общину или от имени мусульманской общины. Как вы считаете, по праву ли Эмомали Рахмон попал в этот список? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. По мнению таджикского политолога Абдуганима Мадзимова, основным фактором включения Эмомали Рахмона в данный список стало его малое паломничество умра со всей семьей в самом начале текущего года в Мекку и Медину, когда он вошел в Каабу, что доступно с личного разрешения саудовского короля, лишь очень ограниченному количеству людей. Стоит отметить, что возглавил список один из ведущих исламских ученых, живущих в наше время, эксперт в области исламской юриспруденции, экономики, науки хадиса и тасаввуфа шайх Мухаммад Таки Усмани. В топ-50 также вошли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он расположился на 6-м месте. Также в список попал Ильхам Алиев. Неудивительно, что с таким влиятельным президентом у таджиков хорошее положение в мире. Эксперты утверждают, что из всех мигрантов из различных стран таджики находятся на хорошем счету, ведь они хорошие мастера, потому и ценятся. Так как мигрируют таджики в основном в Россию, то Эмомали Рахмон всячески пытается им в этом помогать. Он всегда поддерживает связь с Владимиром Путиным и при каждой возможности пытается упомянуть, что Россия должна защищать приезжих, и так как отношения между странами хорошие, то и поблажки тоже могут быть. Конечно, есть очень много проблем для мигрантов, и они ощущают давление другого государства. Но оба лидера пытаются изменить ситуацию. В нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для семей. У нас укрепляются позиции российского образования и русского языка. Сегодня в вузах России обучается более 20 тысяч молодежи Таджикистана. Соответствующими указами президента и постановлениями правительства установлено обязательное изучение русского языка в общеобразовательных учреждениях уже со 2 класса. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.